Рауль Джумкович, вот уже более 2 месяцев идет обсуждение значит, этой темы разработки и добычи нефти. Многие хотят услышать исключительно вот ваше мнение, так сказать, позицию государства вот в этом вопросе. Тема достаточно хорошо известная, и эта тема получила начало еще в период после окончания войны. Мы хорошо помним те документы, которые были приняты в 1995 году, то постановление, которое регламентировало начало работ, связанных с как раз-таки Окумской скважиной и созданием экспериментального участка на территории Очамчирской нефтебазы. Впоследствии были определенные еще шаги, которые были связаны с возможностью начала работ и на шельфе. Однако по тем или иным причинам руководство Абхазии тогда ушло от этой темы, считая, что не наступило то время, которое позволило бы более эффективно работать в этом направлении. После нашего признания Российской Федерации были сделаны первые шаги в 2009 году с известной компанией «Роснефть», а в последующем в 2013 году были заключены соответствующие соглашения и с ННК, компанией ННК, и с тех пор этот процесс имеет соответствующее развитие. В период советской власти проводились соответствующие глобальные работы на территории Абхазии, связанные с поиском нефти и газа. Значительное количество скважин находится на территории Абхазии. Мы должны знать, в каком состоянии находятся эти скважины, что они могут дать на перспективу. И все те документы, которые есть на сегодняшний день, как раз таки свидетельствуют о том, что необходимо проводить соответствующие геологические исследования по этим скважинам и по шельфу, а это потребует значительного времени. Это как минимум лет 5 нужно для того, чтобы узнать состояние по самим скважинам и о возможных перспективах по дальнейшей добыче нефти. Хотелось бы вот узнать о том, как вы относитесь к тому, что лицензионные соглашения, они уже не раз продлевались, и в дальнейшем они будут ли продолжены, и какова вообще перспектива в этом направлении? Вы знаете, много дискуссий вокруг этой темы. Вообще, нужна ли нам эта работа по части, касающейся темы нефти, или нужно закрыть эту тему? Я выступал и понимаю, какие будут разговоры после сегодняшнего интервью, хотя они уже звучат во многих социальных сетях, что нынешний президент Хаджимба достаточно жестко реагировал на предмет начала нефтедобычи в Абхазии. Да, были определенные опасения. Жизнь течет, многое что меняется. Мы должны исходить из того, что принятые ранние соглашения – это соглашения между двумя сторонами. И мы должны четко их выполнять. Все работы после геологического исследования, все материалы должны быть представлены руководству Абхазии, кабинету министров. И только после этого возможны последующие процессы. Что касается вообще самой темы, о которой я слышу, по поводу и соглашений о разделе продукции, по поводу ставок, связанных с налогами, и что у некоторых возникли сомнения по поводу праведности этих цифр. Могу еще раз отметить, никто их как догму не принял. Есть первичные документы, соглашения, которые мы обязаны выполнять, связанные, я еще раз говорю, с геологическим исследованием. Рауль Джумкович, вообще говорят, что этот договор, он, ну, как говорят, конечно,
Он несколько ущербный для нас. Вы знаете, мы реально на сегодняшний день не можем говорить об ущербности, не зная реальных цифр, кто знает объемы той нефти, которую мы будем получать. Пока таковых цифр, которые приближены к реальности, к сожалению, нет. Все эти цифры еще с советского периода. Если у кого-то есть сомнения по этой теме, давайте говорить. Нам никто не запрещает принимать решения по соглашению о разделе продукции. Но если мы говорим о том, что мы пойдем по этому пути, то прежде чем подписывать такого рода соглашения, мы, в свою очередь, как государство ответственное, должны принять для себя решение о принятии закона, регулирующий как раз-таки это направление деятельности, то есть соглашение о разделе продукции. Вот когда мы с вами выработаем соответствующий закон, который будет регламентировать порядок вот этих работ, можно говорить и о возможности принятия соответствующего соглашения о разделе продукции. Вот знаете, но хорошо нужно знать, что даст это соглашение о разделе продукции. Те работы, которые сегодня проводятся на территории Абхазии, они связаны с геологическими исследованиями, после чего все материалы о наличии или об отсутствии нефти лягут на стол исполнительной власти. И мы можем пересмотреть многие моменты, которые будоражат наше сегодня общество. Ну, кстати говоря, вот о том, что будоражит наше общество, почему-то очень большой такой акцент ставится на компанию Апсны Ойл, это дочерняя как бы компания ННК. Сама как бы прозрачность всего того, что происходит вокруг вот, разведки добычи нефти, она многими оценивается как недостаточная. Вот не кажется ли вам, что несколько странно прозвучало то, и как-то даже неожиданно, что мы так и не узнали, кто, собственно говоря, представляет компанию Апсны Ойл? А кто мешает нам создать соответствующие условия для того, чтобы и в парламенте были бы эти слушания? Я не вижу каких-либо причин не давать этой информации, предположим, со стороны той же ННК. Апсна Ойл является структурой этой организации, бенефициаром которого является Худайнатов. Но говорить обо всем этом с позиции того, что эта компания какая-то непонятная, что она не представляет какого-либо интереса, ну, я думаю, труда не составит для многих посмотреть, что такое ННК или Нефтегаз Холдинг, как она сегодня называется. Это компания, в которой работают на сегодняшний день порядка 20 тысяч человек, которая имеет значительное количество лицензий по разработкам и добыче нефти на территории Российской Федерации. Руководитель этой компании в свое время был руководителем компании «Роснефть». На сегодняшний день эта компания зарегистрирована в Российской Федерации, адрес которой находится в Москве. Если у кого-то возникают какие-то сомнения, эти вопросы можно поставить. Рауль Джумкович, вы знаете, существуют, конечно, опасения, связанные они, вот, так сказать, с экологической составляющей. Вы знаете, всю ту прибыль, которую мы можем получить, она может обернуться, как многие опасаются, катастрофой, которая все эти прибыли и угробит. Вот, как вы прокомментируете вообще, насколько экологически безопасно и возможно обезопасить добычу нефти в случае, если она будет добываться? Вы знаете, что удивительно? Те, кто говорит об этих темах, хорошо понимают, если даже мы не будем проводить соответствующих работ по геологическому исследованию, о перспективах дальнейшего получения этой нефти, тема экологической безопасности присутствует всегда. С учетом того, что у нас значительное количество этих скважин, и в каком они состоянии находятся, говорить очень сложно. Мы не знаем, в каком они состоянии находятся.
И все эти работы на начальном этапе как раз-таки связаны с исследованием состояния этих скважин. Это тоже тема экологической безопасности. А что касается дальнейших работ, в соглашениях все эти вопросы достаточно четко прописаны. И когда мы пугаем людей тем, что будут возможности разлива этой нефти или применения каких-то радиоактивных веществ, в мире это везде на сегодняшний день. Тема использования вот такого рода материалов стала нормой и практикой. Мы ничего нового не придумали. Как вы относитесь к тому, что вот при парламенте сформирована комиссия, вот, и эта комиссия будет заниматься вопросами и разработки, добычи нефти и некоторыми вопросами, которые были адресованы в прокуратуру? Вы знаете, до сих пор в парламенте нет единого подхода по этой теме. Но я за то, чтобы была открытость в этих вопросах. Тема работ в будущем этой комиссии должна быть нацелена. Я еще раз хочу, чтобы мы были услышаны. Если есть вопросы, их нужно задавать, а не политизировать. И нужно решать в интересах нашего государства все эти темы. Продолжение лицензионного соглашения вообще, будет ли продлено это лицензионное соглашение? Мы его продлили. Уже продлили. Продлено, и работы, которые необходимо проводить в этот период времени, должны проводиться. И мы узнаем, есть ли в Абхазии нефть или она вообще отсутствует. Могу сказать, судя по тем документам, которые я видел, процент вероятности наличия нефти на том же шельфе составляет не более 20-25%. То есть после вот такой вот более-менее доскональной, так сказать, проверки может оказаться, что вообще нет перспективы добычи. Нет перспективы добычи, и добывать-то будет нечего. Но за этот период геологического исследования Абхазия может получить соответствующие финансовые возможности. Только по работам, связанных с геологическим исследованием, мы можем получить порядка 700 миллионов по налогам. Если уж говорить о другой компании, то это порядка 2 миллиардов налоговых поступлений. Это только на период, я еще раз говорю, геологических исследований. А если действительно будут обнаружены какие-то запасы нефти, то вопросы дальнейшей работы и выработки соответствующих соглашений будут делаться открыто, прозрачно, с тем, чтобы были вложены в эти документы соответствующие интересы Абхазии. Нужно будет прорабатывать, я как говорил ранее, соглашение о разделе продукции. Да ради Бога, давайте работать все вместе. Давайте делать эти работы и в парламенте, и в исполнительной власти. Эти документы по нефти, если коротко так говорить, в этом участвовали ныне действующие политики, но почему-то многие из них и те, кто, в общем-то, участвовал в этих договорах, они как-то отмалчиваются. Как вы прокомментируете вот такое отношение? Считаю, что есть что сказать этим людям с учетом принятых ранее соглашений. Нам нечего скрывать. И точно так же думаю, что и им нечего скрывать. И какие-либо, понимаете, вот уходы от этой темы приводят к тому, что в обществе возникают разного рода слухи. Что кто-то причастен к этим процессам, кто-то пытается получить какую-то выгоду. Говорю так, как есть. На сегодняшний день все бумаги, все документы, подписанные за весь этот период, находятся не только у исполнительной власти, но и в парламенте. Зачастую мы в этих документах плохо разбираемся.
Мы плохо читаем их. Надо более глубоко вникать в эти процессы и не спекулировать, и не создавать ажиотажа вокруг этой темы. Тема открытая, и если есть вопросы, их нужно задавать. Вы знаете, Рауль Джумкович, очень много, конечно, времени мы посвятили в нашем разговоре вот вопросу разработки и добычи нефти. Другое дело, что как-то в тайне остается вот это вот существование так называемых майнинговых компаний, майнинговых ферм. И многие наши граждане интересуются вообще, вот, насколько эти майнинговые компании могут в условиях энергодефицита нашего повлиять на качество и количество поставляемой в сеть электроэнергии. Ну, я думаю, что тема вопросов, связанных с майнингом, криптовалюты, биткоины, возникли не сегодня. О нем говорилось и в Министерстве экономики. И, к сожалению, как раз-таки неурегулированность в этом направлении привела к тому, что люди начали самостоятельно принимать решения о создании неких предприятий, связанных с майнингом. Дабы понять, что вообще происходит в этой сфере, были даны соответствующие поручения и Министерству экономики, и Черноморэнерго. Когда мы увидели, что значительное количество нашей электроэнергетики перенаправлено на вот эти работы, при том, что мы запрашиваем на зимний период перетоки у Российской Федерации, я думаю, было бы неверно вести себя таким образом. Поэтому мы поставили вопрос о временном запрете. В документе прямо об этом говорится. До урегулирования наших взаимоотношений с теми, кто занимается этой тематикой. Что касается той же нефти, у многих возникли вопросы. Кто за этой темой стоит? Как вы мне сейчас сами задавали вопросы. Насколько это полезно для Абхазии? Почему в теме майнинга мы не должны знать, кто за этими процессами стоит? Почему мы не видим того, кто инвестирует? Почему мы не знаем тех, кто занимается этими процессами на нашей территории? Почему они не зарегистрированы в соответствии с нашим законодательством? Их нет ни в налоговых структурах, их нет ни в Министерстве экономики. Но работы проходят. Поэтому мы приняли решение. И проводится проверка Генеральной прокуратурой, которая даст соответствующие ответы на поставленные вопросы. И одновременно проводится работа для того, чтобы урегулировать наши взаимоотношения в этой сфере. Как это стало возможным? Так что вообще совершенно нигде не зарегистрированные компании, абсолютно никому не подотчетные, работали долгое время, зарабатывали огромное количество денег, но дело в том, что и тратили нашу энергию. Там же абсурдная ситуация получилась. И получается сейчас мы покупаем энергию за 2,5 рубля, а здесь реализуем за 54 копейки им. То есть получается, что кто-то на этом зарабатывает, но не государство. А государство вы сами в этом сейчас очень ответили большие несет убытки. на те вопросы, которые мы для себя ставим. Действительно, не раз задавались вопросом представители российской стороны. Господа, мы вам помогаем по перетокам, а в это же время у вас ведутся вот такого рода работы. Их нужно отрегулировать. Еще раз хочу вам заметить, все вопросы, которые были поставлены перед прокуратурой, Генеральной прокуратурой, я надеюсь, мы на них получим ответы и будут предприняты соответствующие меры для того, чтобы снять многие вопросы, которые возникали в этих взаимоотношениях. Прозрачность в этих работах должна быть. И мы должны знать, что государство теряет и что должно оно получать. Наших телезрителей, вообще наших граждан всех интересует, конечно, вопрос, как эти майнинговые компании повлияли или могут повлиять на электроснабжение. Что мы можем ожидать и к чему мы можем готовиться вот, в отношении стабильного
энергоснабжения страны? Ну, во-первых, нам надо в первую очередь понять, что за потребленную электроэнергию нужно платить. И платить сполна, а не так, как мы это сегодня видим. И происходит это не один год. Надо создавать условия для того, чтобы приводить в порядок наши хозяйства энергетические, линии. К сожалению, с этим у нас пока действительно очень плохо. Но с учетом появившегося нового энергоисточника, Сухумгес, можно выработать соответствующие правила между Черноморэнерго и Сухумгесом на предмет организации в последующем работ, связанных с этой темой. Я больше чем уверен, такая возможность реально существует. Спасибо.